Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня, дорогие друзья, мы находимся по-настоящему в большом, красивом городе цветов. И рядом со мной находится владелица сети магазинов «Город цветов». Это Елена Гнездина. Елена, здравствуйте! Здравствуйте. И сегодня неспроста мы приехали к ней в гости, потому что этот человек творит своими руками совершенно просто такие, знаете, уникальные подарки. И мы хотим сегодня с вами поделиться некоторыми секретами, правильно? Правильно. Даже расскажет такие лайфхаки, о которых не знают многие сотрудники магазинов, но для наших телезрителей ничего не жалко. Ну что, до 8 марта остаются буквально считанные часы, дни, да? И, конечно, многие мужчины сейчас в поисках хорошего подарка для своей любимой, да? Как же сделать этот подарок незабываемым? Сегодня расскажете? Расскажу. Поздравляю всех женщин с наступающим праздником, с началом весны и с наступающим 8 марта. Да. Я хочу сегодня вам показать, как можно сделать композицию из фруктов. Вот, у нас есть уже готовый вариант, да, посмотрите, дорогие друзья, это примерно будет выглядеть так же красиво. Поменьше, скажем Поменьше. это. Если будем стремиться, то будет так же. Да, ну, в принципе, это такой очень интересный продукт, когда есть и фрукты съедобные, да, букет, и цветы, красота, да? Красота. Можно и без цветов, конечно, у кого нет возможности, можно без цветов. Хорошо. Итак, что для этого нам понадобится? Так, что понадобится? Я взяла самый простой вариант, который может себе позволить каждый. Можно сделать в корзинах, можно сделать в коробках, в каких-то красивых кашпо. А можно сделать в абсолютно простой емкости. Это супница для одноразового супа, да? Ну да, для доставки. Для доставки, да, для Да. доставки. Просто крышечку сняла. Вот, в ней мы будем делать, мы потом ее задекорируем. Вот так, все гениально Да. просто, товарищи. Да. Также любую емкость можно, коробочку какую-то. Пролаживаем обязательно пленочку. И есть вот такая штучка, это называется флористическая губка. Ее можно заменить пенопластом, изопленом, в общем, всем любым, во что можно воткнуть шпажки. Да. Но мы используем такой. Мы используем такой, его можно сейчас купить во всех флористических магазинах, и в том числе в нашем. Он стоит недорого, кстати. Он стоит недорого, и он вам всегда пригодится. Сейчас такое время, все хотят заняться творчеством, самовыразиться, поэтому отрезаем нужный нам кусочек. Давайте я вам покажу, как это можно измерить. Переворачиваем, я уже отрезала, да, раньше. Переворачиваем, вот так делаем образец, сколько нам измерить надо, и отрезаем, да. Длинным ножом. Ну, у нас такой конкретно профессиональный, да? Мы стараемся работать профессиональными инструментами. Поэтому вот. Также прокладываем пленочку. Вообще, конечно, можно вот это тоже завернуть в пленочку, обычная пищевая пленка, да? Но он у нас мокрый или сухой? У меня мокрый. Потому что, тоже я скажу один лайфхак, что в мокрые шпажки заходят лучше. Есть немножко, я большой его сделала. Есть такой оазис для сухих цветов, можно и его тоже, да, можно его. Он, кстати, тоже у нас есть в продаже. Но мы взяли мокрый, так как это удобнее. Да. Хорошо. Да, и шпажки здесь держатся лучше, не выпадают. Вот так. То есть это у нас база такая? Это база, абсолютно правильно. Вот так вот. Все, вставляем, убираем оазис. Все просто, да, лишнее убираем. Лишнее убираем, чтобы нам не мешало. Это тортовница. Мы тоже ее приспособили для себя. Так, и еще у меня есть, мы можем сделать так. Ничего сюда не доставляя, потом задекорировать. Но у нас есть вот такие каркасы. И они тоже есть в продаже, можно сделать их также своими руками из проволоки, и это получается красиво и пышнее. А, вот так вот. Да. Поставили, и уже появился такой, да, и что-то, бортик. Да. Это можно сделать своими руками. Тоже в Ютубе этого очень-очень много, как делать каркасы. Да. Каркасы. Также нам понадобятся шпажки, секатор или кусачки. Так, хорошо. И фрукты те, с которыми вы будете делать. У меня немножко совсем фруктов, такую небольшую будем делать композицию, а вы уже выбираете сами какие, да? Так, начинаем располагать фрукты.
Так, шпажки берем покороче, да, так как у нас маленький букетик. Лучше покороче, все Хорошо. правильно, все абсолютно правильно. И И накалываем, смотрим фрукт любой, смотрим, какая красивая сторона. да. Да. И вот эта сторона должна быть лицом, Да. То есть находиться. находиться, да, да, на чтобы виду. ее на виду, да, да, да. А все, что некрасивое, можно спрятать Да, вниз. да, 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 да. Вот, измеряем, сколько нам нужно подрезать шпажек, рост шпажки. На 2 ставим, да? А маленькие на 2, побольше, которые на 3. Наверное, буду Срезаем, резать. да? Будем, да, подрезаем. Лучше Ещё, так, да? да. Что-то новый секатор. Кстати, каждый год я привожу на 8 марта девочкам новые секаторы всегда. Мгм. Можно сделать вот так. Поставить сначала шпажки. Вот Мгм. видите, даже высоковатая шпажка. Попробуйте открыть секатор. Что-то у меня не получается. Да, еще бы знать, как это сделать, Елена. Да, да. А, все. Получилось. Так, Вот. хорошо. Вот, вот, вот. Вот, также А вообще, как бы, самые такие удобные фрукты для подобных букетов, это что, да? Это цитрусовые? это яблоки, цитрусовые, да. Любые фрукты можно, любые. Мгм. Главное, как бы правильно расположить. Вот я делаю треугольник. Вообще треугольник это всегда все построено из треугольников. На самом деле вся красота построена из треугольников. На самом Да. деле и рисованные картины, и все на свете, кто изучает искусство, это знают. И наш глаз, допустим, видит, да, он что-то видит ему красиво, Ага. что-то видит некрасиво. А все это на самом деле имеет математические Корни. корни, да. И Основа, это можно все вычислить математически, чтобы была Ну гармония. вот, треугольник из мандаринок у Да. нас есть, да? Дальше. Да. Дальше ставим клубничку. Клубничка у нас дело нежное. Да. Да, особенно Здесь какие у нас секреты? в Якутске. Ой, какие секреты. Главное выбрать, наверное, хорошую ягоду. Главное выбрать хорошую ягоду, да, крепкую. Ага. И сколько она простоит так примерно? Да мало она простоит. Если вот нужно прям накануне делать. Вот клубника это самая, Накануне. да, самая такая То есть, прихотливая. мальчики, если захотите сделать подобный фруктовый Да, букетик, лучше возьмите сделайте мандарины. 7-го, да? Либо Да, отделайтесь только мандаринками, Да, яблоками, да, да. Есть вот такие кумкуваты маленькие, да, Ага. допустим, большие, и надо чередовать большие элементы с маленькими. Ага, запоминаем. Да, и всегда это будет... Так, садим, тихо. Тоже аккуратнее, не Насадили. бойтесь, ничего не бойтесь, все получится. Тут испортить, мне кажется, невозможно, да? Невозможно. Главное правильно Да, сделать. да, да. Треугольник и вокруг. Да, но это тоже, опять же, дело вкуса. Я вот, допустим, на мастер-классах, ну, конечно, конкретно в бизнесе там свои Да. моменты есть, Да, 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 то, да. что есть то, что люди больше покупают, мы это учитываем, да, что люди больше любят. А именно, например, на мастер-классах, что хотите, то и делаете. Вы творец, Да. вы сами, да, особенно когда детские мастер-классы. И там я сейчас даже иногда родителям говорю, чтобы они не присутствовали, чтобы они там детям не подсказывали, не критиковали, а чтобы дети сами самовыражались. Лена, что что-то сейчас открывает, все зашуршало, здесь у нас что там? Конфеты, Ну конфеты. как же, как? Любая Да. девушка любит сладости, да? Да. Так. Вот тут разные, да, есть вот с напылением, как трюфеля. Эти у нас, вот мы даже сейчас посмотрим, какая будет красивее А, то есть смотреться. и даже и тут надо смотреть, да? Ну, у меня-то это профессионально, Да. и поэтому Творческий я до человек. каждой мелочи. Иногда это мешает даже в жизни. Да. Вот примеряем, понимаете, Да. вот Присматриваем. примеряем. Вот, Нет, мне и кажется, вот это. А мне кажется, они оба хорошо смотрелись. Вот видите, то есть дело вкуса, так сказать, Дело да? вкуса, Вот да. поэтому, по-моему, такие подарки, они в этом и есть вся прелесть, потому что, ну Конечно, как захочешь, конечно. так и сделаешь, да? Да, а сам Повтора не будет не точно. будет. А самое главное, что человек, когда сам своими руками что-то делает, Да. это, наверное, самое великое удовольствие. Действительно. Да, и еще вот такие есть маленькие конфетки. Ага. Вот их тоже здесь можно положить. Просто Ну, даже их вот все так. распаковываем, да? Да, ну, если это не на продажу, если это для своих,
Ну, мы же едим конфеты, мы же угощаем друг Да. друга, мы же потом закрыла в пленочку. И И всё. все, конечно. Да, и ставим зелень. Вот эту зелень, она у меня обработанная. Чем? Ну, смысле, помыта? Ну, она помыта специальным средством. А, да. то есть ее можно да, сочетать технически обработана, скажем. со съедобными Технологически. вещами можно Да, сочетать. да. А, вот видите, а я-то думаю, что это как-то у нас тут пробелы, дырочки. Это все Это можно закрываем, да. задекорить, да? Все, оно стоит, никуда не выпадет. Вы же не будете переворачивать этот Не, ну, букет, ясно, правильно? понятно. Вот, пожалуйста, вот такие веточки тоже в любом флористическом магазине. Купили одну веточку, и вам хватит на... на целый букетик, да, если побольше там, Мгм. то мы тут все так же вот как бы тут такие моменты, да, что типа фрукты, там цветы руками, а как люди делают салаты, а как люди делают в столовой, да, вот какое-то. Да. Нет, Так ну, кстати что- говоря, минимум затрат, да? 3 мандаринки, 3 клубнички, самый дешевый простой стаканчик из картона, да? И вот для декора, вот прям, мне кажется, можно. Вот бабочки у нас. Я прямо вот эти все штучки обожаю. Некоторые как-то меня критикуют, говорят, что это вчерашний день, а я вот, мне кажется, что они дают, можно в клубничку, можно в мандаринку, что они дают такую, ну, изюминку, нежность, Вот оно как всё, живой, полетели да? бабочки. Полетели, да. Какие еще варианты есть у нас? Ну, вот я специально взяла разные, да, сладости, разные, то же самое, да, можете поставить, давайте продолжим сначала про Продолжим. это, да. Хорошо. Вот, пожалуйста, тоже форма другая у конфетки, она уже будет смотреться здесь по-другому. По-другому. Да, и у каждой конфетки своя форма, да, и это точно так же, да, другая форма, будет смотреться уже по-другому. Вот сюда вместо клубнички поставили ее. То есть можно, Да. знаете, экспериментировать с различными формами шоколада, правильно? Да, Как можно совет. просто, допустим, если боитесь, что открытая конфета, можно поставить также и в закрытом варианте. А, ну чтобы сохранилось, Да. да, или чтобы... Ну да, просто, ну как бы брезгуют, Да, может да, быть, что открытая. Вот так же насаживаем. Конечно, Протыкаем да, всё. конечно, это уже будет потяжелее. Ну, немножко напрягли. Можно так, можно так. Как вы видите, представляете свою композицию. Вот так. А Да. вот зачем нам такие вафельные трубочки? Тоже можно добавить. Сломала. Сюда, сюда она будет слишком большая, поэтому, Просто взяла, сломала. поэтому можно как-то Ой, вот так, да, смотрите. добавить. Вот красиво уже. Уже так аппетитно это все дело смотрится, что прям слюнки Да, текут, да, да? Видите как? Мне кажется, любая девушка, да, любая женщина оценит это, потому что мы же любим все-таки практичность всегда, да? Ну вот цветы, да, тоже. Практично. А тут, понимаете, И красоту. и красоту, и красиво, и сфотографировалась, Да, и да, вечером да. еще и чаек попила. Да, еще мы любим эксклюзивность, что-то необычное, да? Да. А длинную палочку можно вот сюда, допустим, поставить. А да, вот, куда-то. кстати говоря, если все-таки прям разошелся у нас, да, человек, кто хочет удивить своих близких, да, и вот решил сделать вот с разрезами. Вот эти фрукты, здесь есть какие-то нюансы? Сколько они так простоят в разрезанном виде? Вот апельсин, допустим. Ну сколько дома лежит апельсин в разрезанном виде? Не знаю, пару дней. Точно так же. Вообще, Спокойно. вообще на самом деле все фруктовые, если присутствуют фрукты, нужно делать накануне. Накануне. Не надо, чтобы они лежали, не надо, чтобы они, особенно открытые, разрезанные. Также гранаты открываются очень красиво, видели, наверное, да? вот так, да. Да, нет, прямо вот эта верхушечка срезается, и здесь вот такие зернышки Зерна. граната. Но там, наверное, там побольше шпажек надо, главное, чтобы стояло, да? Обязательно, да. А вот я смотрю, вы сюда что-то, вот такого, что-то тут красивое. А тут гляньте. это пироженка такая. А, вот даже пирожное туда? Пироженка такая, да. Посмотрите. Можно шоколад. Я как бы перепробовала все. И уже, Не бойтесь экспериментировать, Да, да? уже умею все, но на все рук не хватает. Мгм. Вот, когда школа у нас заработает, тогда мы... Так, и мы что забыли? Мы забыли задекорировать. А, ну да, в таком картонном Да. стаканчике-то, наверное, Да, всё-таки можно, не очень, да? ну да, можно и в картонном, она и так красиво смотрится, Да, да? да. Но если мы еще и задекорируем, то будет очень, очень красиво и элегантно. Мгм. Пожалуйста, любые кусочки ткани. У нас, конечно, есть
разный материал, например, там фетр, сетка и все остальное. Если у вас, допустим, такие красивые есть, тоже использовать. А если что-то простое, кусочки сетки, наверное, есть у каждого. Ну в да, доме, особенно да? после детских утренников. Да. Они И есть у всех. что-нибудь такое изображаем, опять же, в произвольном. Зеленый цвет, он всегда подходит к любому цвету, сочетается у нас, да, зеленый Да. цвет. Так, и добавим сюда желтенького. еще поверх. Розовый не будем, да. Розовый не будем, а желтенький добавим. То есть вот так. Да, в Немножко произвольном, хаотичном, да? да, в произвольном варианте. Ага. Ну, я показываю самые простые варианты. Да. Вот, и завязываем лентой. Я думаю, что лента тоже сейчас Доступно. у всех, я думаю, что у всех, а мне ножницы тут должны были дать. Так. Да, у всех дома есть кусочки ленты от подарков и от всего остального. Также и вот эта бумага всегда остается, да? Говорят, Обвязали. подарки не очень хорошо передаривать, да? Здесь можно А смотреть. здесь, да, здесь немножко другое. Мы же не весь подарок передарили, а только Да. ленту. Да. Вот, завязываем бантик красиво. Думаю, девочки все... хотела сказать, девочки все умеют бантики завязать. Наверное, сейчас уже... И мальчики умеют. Да. Вот. И я бы еще добавила еще какой-то красивой ленты, например, белой. Тоже кружево. В принципе, из подручных средств, грубо говоря, да? Да. Заглянул в холодильник, увидел фрукты. Да, но с другой стороны, все же это можно купить. Раньше, ладно, ничего не продавалось. Сейчас везде, во всех магазинах вот это все для творчества продается. Поэтому это стоит небольших денег. Это Главное было бы желание, было правильно? бы желание, да. И самое, что бы я пожелала нашим женщинам, мужчинам, чтобы они занимались творчеством со своими детьми. Вот так. То есть это Да, же хорошая идея, да? Да. Папа с сыном сели, сделали. Да, для мамы подарок. Мама с Представляете? ручкой для бабушки, да? Дети в восторге, когда они приходят на мастер-класс. Вот прям, ну, вот такое вот получилось у нас. Красотища. Посмотрите, и такое буйство красок, все ярко, по-настоящему весеннее. А самое главное, все очень просто и уникально по-своему, да? Еще хочу вам показать еще один вариант подарка. Это волшебные свечи своими руками. У нас в магазине есть вот такие наборы. Сделай сам. Набор для создания волшебных свечей. И я хочу вам показать, как делать эту свечу. А в чем волшебство ее? Узнаете сейчас, да? Знаете сейчас. Так, ну мы можем вот это, наверное, убрать, Да, нам уже чтобы, это, чтобы не загораживать, пригодится. да. И махнула она правым Да, крылом. да. Так, хорошо. Для Свечи, да? этого, да, это свечи. Это называется вощина, листы вощины. В наборе здесь 5 листов и свечка как образец, как делать, и фитиль. Вот это готовый вариант. Да, это натуральный продукт, частичка природы. Тысячи пчелок потрудились, чтобы вот это сделать. И нам нужна будет какая-то подложечка, так как она немножко липкая, чтобы удобно было делать. Берем фитилек. Это может быть бечевка, простая бечевка, либо нитка шерстяная, да? Кладем на... Да, кладем на кусочек вощины, так прижимаем. она такая липкая, да, достаточно? Она немножко липкая, да. И начинаем закручивать свечку. Мы сейчас делаем свечку. В чем волшебство? Логичный вопрос. Да, в чем? Где волшебство? Волшебство начинается тогда, когда вы делаете эту свечу и залаживаете в нее свою энергию, свой посыл. Для чего вы ее делаете? Ее можно делать на желание, ее можно делать там на здоровье, ее можно делать для любви. Даже у нас по цветам, да, живо, любовь, там желание, кто-то там на финансовое благополучие. И закручиваем, и вот с таким посылом делаем свечку. Для себя, для своих, для жены, для кого-то. Дети, кстати, тоже очень-очень... То есть это практически как пластилин же, да? Так. Но по консистенции что-то есть от пластилина, как бы, ну, что вот у нее вот эта липкость, да? Ну, пластилин не натуральный, это как бы совершенно другое, а это все-таки в чем ее вот это волшебство, то, что это натуральный продукт, который держит энергию. И когда мы поджигаем, мы тоже отдаем посыл, и ну, все вокруг нас есть энергия, да? А еще мы можем добавить какой-то травки
сюда. Прям сюда. Прям сюда. Это у нас лаванда. Она даст и аромат. Мы их называем медовые свечи тоже, да? Они же медовые, они же волшебные. Ой, какой аромат. Да? Уже чувствуется. Уже чувствуется. Это лаванда. И закручиваем. И Горная также лаванда. закручиваем, да, и плотненько, очень плотненько. Почему? Потому что если там будет не плотненько, она стает и будет гореть некрасиво, и одна сторона. Да, все да. понятно. Главное Поэтому туго-туго. Туго прямо, да. С первого раза кажется легко, на самом деле, Не так легко. да, даже мужчины вот с первого раза все закручиваем. Ну, форму тут такую делайте, такую, какие хотите. 5 минут Да, занимает вот вам это все свечка. дело, да? Да, ножницы куда-то у меня улетели. Что вот. Вот фитилек можно, называется, провощить. Это вот так. Так. Ну, она тогда загорится лучше. Вот этой вот, Кусочком. да, вот этим кусочком. У меня перчатки прилипают. Ладно, красота требует жертв. Конечно. Вот так вот. И будет и аромат. Лаванду чувствую, а вот вощина вощина. пахнет, ну вот с чем-то, Но она что-то между... и что-то медовое, какие-то Медовое, да, продукты, чуток. и что-то как будто как бы бы... и травами, и Ну прям чувствуется, что Скажите, что-то натуральное. То есть это не химия какая-то, это именно натуральный продукт, да? И все безопасно. да. Экологически безопасно. Да, но это же огонь, Огонь. поэтому это техника Спички. безопасности. Да. Детям не обязательно. И когда трава, она немножко может стрелять. Это тоже так. Ой, а мы же можем еще эту свечку потом еще в этот букет куда-нибудь Можем. внедрить. Можем. Где у нас шпажки? Вот. Вот, мы можем сделать... шпажки какие-то тут уцененные остались. Вот свечу можно поджечь, это будет как почти подсвечник, романтический ужин. Но не забыть потом потушить, главное. Потушить, да. А то весь Вот шоколад, всё. наши мандарины поджарятся. Да. Ну, пожалуйста, вам. Здесь Красота. она большеватая, например, а вот Да. здесь вот Будет в тему. да, Вот, смотрите. самое. И у нас даже тут свеча ручной работы. Опять же, в чем вся прелесть? В том, что это все сделано своими руками. И это не сложно, это не занимает много времени. Это буквально вот свеча 5 минут и готова, да? А еще какое удобство, да, что здесь их 5 штук, вы говорите. Да, набор. Все написано, инструкции есть. Вот так вот. Приятное времяпрепровождение со своими близкими может, детьми. да, детьми Дети вообще очень много. может завершиться вот таким интересным подарком. Ну что, Лена, спасибо большое. Мы не перестаем радоваться, мы не перестаем удивляться вашим идеям. И действительно, Елена – это тот человек, который все время творит. Вы только поглядите на этот, грубо говоря, магазин. Да? Вот посмотрите, здесь половина сделана ее руками, да? Вот позади нас. Делала сама. Выжжено-то не мной, но Да. Мох. додекорирован. Додекорирован. И девочки у меня тоже все умницы, Вот так. красавицы. Если вдруг не знаете, где приобрести вот эти все такие элементы подарка, как лаванда, вощину, те же, допустим, какие-то бабочки и так далее, прямиком бежим в магазин «Город цветов», и здесь вы можете найти все для своего творчества. С праздником, с наступающим! Может, от вас некоторые поздравления для всех телезрителей? Вам спасибо большое, что пригласили. Дорогие телезрители, дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим 8 марта. Самое главное сейчас для всех – мирного неба над головой. Самое главное – берегите друг друга, любите друг друга. Мужчины, любите своих женщин, цените своих женщин. Женщины, берегите и цените своих мужчин. И детей, конечно. На этом мы завершаем наш предпраздничный эфир и, конечно, присоединяемся ко всем поздравлениям Елены. И мы желаем женщинам, наверное, быть красивыми, любимыми, а самое главное – счастливыми. Увидимся, до новых встреч!